Здравствуйте! Вы смотрите программу ТОП-10 в студии Розалия Борисова. И в ближайшие 5 минут самые актуальные новости уходящей недели. 55% аварийных домов республики ликвидировано. Об этом заявила министр архитектуры и строительного комплекса Вера Кузакова. По словам министра, на сегодняшний день в благоустроенное жилье заселились около 20 тысяч якутян. Лидерами по вводу нового жилья являются городской округ Жатая, Татинский Улус, а вот Нюрбинский и Верхневилюйский заметно отстают. Также Вера Кузакова отметила, министерство ведет работу по включению в реестр домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. Его объем составляет более 1 миллиона квадратных метров. По словам министра, это в разы превышает показатели действующей программы, и потому без федеральной поддержки не обойтись. В Якутии организована круглосуточная перевозка пациентов на гемодиализ. Средства для этих целей выделили в прошлом году. Сегодня в Якутии насчитывается около 360 человек, страдающих хронической почечной недостаточностью. Сегодня работает круглосуточная диспетчерская служба, и услугами пользуются около 200 человек. На территории Якутска и Жатая работают 20 единиц автотранспорта. В Мирнинском и Нерюнгринском районах по 4 единицы, 2 из которых специализированный транспорт для перевозки маломобильных пациентов. О своем намерении помешать кровавому месиву в Якутске заявила корреспондент журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова. Журналист пригрозила главе города большим скандалом и увольнением. Напомним, споры вокруг пункта передержки не прекращаются с 2016 года. Защитники животных не согласны с решением усыплять кошек и собак после 10 дней передержки. К слову, после серии публикаций о проблеме, обсуждений в социальных сетях, в мэрии Якутска все же решено с весны начать применять так называемую систему ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. Пока в виде эксперимента. Глава Якутии Егор Борисов улучшил позиции в медиарейтинге руководителей субъектов России сразу на 9 пунктов. По итогам 2016 года глава Якутии занимает 13 место среди губернаторов регионов Дальнего Востока. Илдархан оказался на 2-м месте. Назначенный на пост замминистра культуры Марина Силина заявила, что не оставит оперную деятельность. Прима Якутской оперы заявила, что сам глава Якутии попросил не бросать творчество. Ближайший спектакль с участием заместителя министра планируется в феврале этого года. В 2016 году в республике проложили свыше 700 километров волоконно-оптических линий в связи с охватом 3 десятков населенных пунктов. Минсвязи Якутии отмечает, что работа будет продолжена. Отметим, в 2016 году к оптоволоконным линиям связи подключен 31 населенный пункт, построен 721 километр ВОЛС. Современные линии связи охватили город Мирный, поселок Хандага, села Утыкёль и Барагонцы. Предприниматели сферы туризма разработали проект, который свяжет единым кольцом 10 центральных и заречных улусов, а также город Якутск. Кольцевой туристический маршрут объединит несколько объектов: Ленские столбы, реки Амгаяудан, несколько центральных районов, знаменитый полюс Холода, Ваймикони и родину героя Манчаров Сота. Выехав из Якутска, путешественники в сопровождении экскурсоводов проедут по предлагаемому пути и вернутся обратно. Министр образования России поддержал инициативу о проведении в Якутии с 1 по 9 мая Азиатской физической олимпиады. Ежегодные интеллектуальные соревнования школьников стран АТР собирают сильнейших на международной олимпиаде по физике. Мероприятие пройдет в России впервые. Проведение олимпиады укрепит международные и межрегиональные связи будущей интеллектуальной элиты, научных сообществ, послужит укреплению научно-образовательного авторитета страны в мире. Карантин для учащихся с 1 по 11 класса образовательных учреждений столицы республики продлили до 30 января включительно. Ограничение распространяется на учреждения дополнительного образования и проведение внешкольных мероприятий. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается напряженной. Наблюдается сезонный рост заболеваемости. По словам экспертов, простая аскорбинка – лучшее средство для профилактики простуды. Из народных средств помогает чеснок и лук. Лучший способ профилактики – осенняя вакцинация. Зоопарк Артур-Ду опубликовал видео с камер наблюдения, на котором белая медведица Колымана возится с детенышем. Пока сотрудники зоопарка не могут сказать пол новорожденного. В случае, если медвежонок окажется мальчиком, его отправят в Хабаровский зоопарк, если девочка – в Санкт-Петербург. Это были самые актуальные новости этой недели. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.